Здравствуйте! Мы продолжаем на канале АТВ проводить предвыборные дебаты. Меня зовут Елизавета Ротарь, и я приветствую сегодня кандидатов в Совет города Камрад. Сегодня у нас в студии Мария Полукчу, независимый кандидат в Совет города Камрад, Георгий Метиогло, независимый кандидат в Совет города Камрад, и Дмитрий Манол, независимый кандидат в Совет города Камрад. Добро пожаловать на наши дебаты. Здравствуйте. Но вначале я хочу вас ознакомить с правилами проведения. Тема сегодняшних дебатов – социально-экономическое развитие города Камрад. Это общая тема. В соответствии с регламентом все кандидаты сегодняшних дебатов имеют в общей сложности по 15 минут. Наши дебаты делятся на 6 раундов. Первый раунд предоставляется кандидатам 1 минута, и они представляют себя. Второй раунд 2 минуты, представляют свою предвыборную программу. Третий раунд 4 минуты, кандидаты отвечают на вопрос модератора. Четвертый раунд 4 минуты, это перекрестные вопросы, кандидаты имеют возможность задать у нас в студии друг другу вопросы и отвечать на вопрос оппонентов. Пятый раунд 3 минуты, вопросы с конверта, то есть от наших телезрителей, от избирателей наших кандидатов. И шестой раунд это 1 минута, предоставляется всем кандидатам для того, чтобы они смогли обратиться к своим избирателям. Итак, уважаемые кандидаты, мы начинаем. У нас первый раунд, и согласно проведенной жеребьевке мы определили порядок, кто будет как отвечать. Поэтому я предоставляю первым слово Дмитрию Манол. Вам дается 1 минута. Представьтесь, пожалуйста, расскажите о себе, свой опыт работы и продолжим. Я Манол Дмитрий Петрович, родился и вырос в городе Камрад. Вырос я за Ялпугом возле винзавода, район винзавод. И там и проживаю, там устроился. Первое образование у меня ветеринарное, я непосредственно знаком с этой службой, с животноводством, скажем так. А второе уже после развала Советского Союза поступил в Молтелеком монтером, окончил политех, стал шефом, начальником, являюсь начальником подразделения Молтелеком технической службы, мне подчиняется также Чимишлей. Еще вы имеете 23 секунды, можете продолжить опыт работы. Опыт работы. В Совете вы были в Совете? Я был в Совете, в муниципальном совете прошлого созыва. Вот этот бардак и неразбериха в городе началась, она еще в прошлом муниципальном совете, я помню этот хаос. Не было там должного управления, руководства. И мы видим в городе то, что в примарии невозможно добиться ничего. И вот это Дмитрий, является время вышло, причиной. 1 минута. Да. Дальше вы мысли свои продолжите уже в следующем раунде. Госпожа Полукчи, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста, и расскажите о себе. Здравствуйте, уважаемая студия. Здравствуйте, жители города Камрад. Я Мария Полукчи. Я инициативную группу представляю, можно сказать, все интересы граждан, которые наболевшиеся вопросы. И 7 лет, как я присутствую на совете, и вместе с гражданами решаем все глобальные вопросы, которые касаются граждан. Я иду под номером 37. И почему я решила идти на совет муниципальный? Почему? Потому что я увидела 7 лет несправедливости, незаконные принятые решения, споры, земельные вопросы. Очень много есть, которые у людей отбирают земли, у людей даже начали отбирать огороды. Социальные вопросы, которые сегодня нынешние власти своих и чужих считают. Время вышло, 1 минуту. Вы продолжите ваши мысли уже в следующем раунде. Сейчас предоставляем слово для предоставления Георгию Метиогло. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телезрители. Меня зовут Метиогло Георгий. Я родился в городе Камраде в 1979 году. Окончил школу номер 7. После этого поступил, ныне он называется, в лицей имени Гайдаржи. Там окончил 12 классов. После этого поступил в Камрадский государственный университет. Проучился 3 года в Камрадском государственном университете, потом перевелся в Кишиневский государственный университет, окончил юридический факультет, по образованию юрист, экономическое право.
В 2011 году вернулся в Камрад. В это время Николай Харламович Догла был примаром нашего города. В 2017 году я начал, в 1997, извиняюсь, начал заниматься спортом, вольной борьбой. Тоже под руководством Николая Харламовича. По сути, тогда мы и познакомились. Долгий был спортивный путь. И да, дальше вы продолжите. У вас еще будет сегодня возможность рассказать и о себе. И сейчас мы переходим ко второму раунду. А второй раунд у нас предвыборная программа кандидатов. Вам мы предоставляем по 2 минуты. И вы можете рассказать телезрителям, почему вы баллотируетесь на пост советника. Расскажите главные приоритеты вашей предвыборной программы. Господин Манол, пожалуйста, вам предоставляем слово. Здравствуйте еще раз. Значит, в первую очередь я баллотируюсь, потому что я считаю, что город развивается немножко неправильно это самое направление. Я считаю, что в первую очередь надо было решить экологическую составляющую города, надо было решить с очистными и с канализационной системой, а также с водопроводом. Потому что не сделав эту работу, то, что сейчас делается, это получается напрасный труд. Все понимают, что канализация нам нужна, и мы все знаем и понимаем, и не раз это и на совете прошлом, и позапрошлом говорилось, что Камрад находится в одном из лидирующих в Молдове по онкоболезням, по аллергическим болезням. Это страшно, это опасно для всех. Никто не знает, когда заболеет. И человек, онко, если заболел, это быстро уходит. Это не дай бог. Значит, я считаю, что это в первую очередь надо решить. И я хочу также всех своих сторонников проагитировать за кандидата, за будущего примара, за Николая Харламовича Догла. Я считаю, что именно он сможет решить это, потому что это был проект, это нужны очень большие деньги. Это в то время, когда Николай Харламович был, это уже конец срока был, это было запланировано на наш город, на канализационные и очистные сооружения 15 миллионов евро. Это порядка 300 миллионов лей. Это в то время, когда дистопливо стоило 8-10 лей, а сегодня оно стоит 24-25. Сейчас, считайте, это в 3 раза больше надо. Это городским бюджетом нельзя решить. Мы помним, когда Ирина Федоровна, будучи башканом, и она сама являясь горожанкой, что она говорила, что это можно решить нашим местным бюджетом, и это реально можно было решить. Она была башканом, Формузал решил в Чадрунге эту проблему, а у нас она так и не решена. Я считаю, что это в первую очередь. Это первое. А второе, я избираюсь независимым советником. Я прожил всю жизнь в городе, никуда не уезжал. Прожил в районе Винзавод. Можно я это скажу? Да. Пускай мои минуты уйдут. Мне просто очень обидно. Я не раз звонил. Я очень уважаю Сергея Ильича, прошлого примара, скажем. Кто будущий станет, увидим 5-го. Я не раз ему звонил, когда он на радио был, и спрашивал, район Винзавод это часть города Камрад или нет. У нас практически ничего не было сделано. Кроме дамбы. А дамба это экологическая катастрофа. Дальше мы продолжим. Да. Будет у вас возможность дальше говорить на эту тему. Сейчас я предоставляю слово Марии Полухчи. Расскажите главные приоритеты вашей предвыборной программы. 2 минуты. Почему я пошла на этот шаг, чтобы баллотироваться на советника? Я раньше выше говорила о том, что инициативная группа в течение 7 лет присутствовала на данном совете. И я вам скажу, что данный совет 2 созыва вообще не работала. Кроме некоторых, не все, кроме некоторых ребят, которые пытались сделать порядок в данном совете. Но почему-то все 8 лет у нас происходили одни скандалы, одни споры, одни унижения всех жителей, одни нерешения вопросов жителей, которые именно касаются жителей. Да, были дороги построены, как вчера Сергей Ильич говорил, я когда услышала сумму 1 800 000 000, я чуть шок не получила. И я хочу обратиться к Сергею Ильичу, и вчера ему задала этот вопрос, где эти деньги, и что были
были сделаны на эти деньги 1 тротуар и 2 сантима асфальта. Это красит глаза жителям и ничего не решит именно, что касается жизни. О своей программе, Мария, хотя бы... Я иду на этот совет о том, что я думаю, что очень многие ребята решились идти, юристы, экономисты, адвокаты, о том, что все людям уже неравнодушен город Камрад, и люди оставили все свое это и идут на совет для того, чтобы привести совет в порядок и соответствующий, чтобы соблюдать закон, потому что закон вообще в совете не соблюдается. Есть там хаос, есть советники, которые им совет безразличен. В рамках закона ничего не решается. Это решается просто по договоренности, поднимают руку, но спросить, остановить на секундочку камеру и спросить, за что вы сегодня проголосовали, ни один советник, который незаконные решения выносится, не ответит. Все, Поэтому... Мария, ваше время вышло. Дальше мы продолжим. Предоставим слово Георгию Метеоглу, пусть он расскажет о своей предвыборной программе, и потом в третьем раунде будет возможность вам продолжить мысли ваши. Спасибо большое. В мою программу в первую очередь входят вопросы, связанные с жизнью населения, с теми проблемами, с которыми сегодня сталкиваются люди. Почему на первое место я ставлю социальное такое направление? Потому что есть гранты на ремонты дорог, есть гранты на ремонты школ, теплоэлектроэффективности, но нету ни одного гранта, который помогал бы людям в решении их жизненных проблем, бытовых проблем. Все мы живем на этой земле, тоже сталкиваемся с этими проблемами, поэтому есть много у нас, к сожалению, страна наша не богата, экономически не сильно развита, уровень жизни у нас низкий, поэтому я считаю, что в первую очередь примария должна помогать людям, работать с людьми, и приемный день в примарии должен быть не один день, среда, и то не всегда у примара получается в этот день находиться на месте, в любом случае есть рабочие моменты, выезды, поэтому приемный день, он должен быть, я считаю, что каждый день человек пришел со своей проблемой, примар есть на месте, он должен его принять, нет его на месте, есть заместители, они должны принять этого человека, выслушать и по возможности помочь. На второе место я ставлю проблему, которая была озвучена сегодня, это канализации, это очистные сооружения, которые сегодня находятся не то что в катастрофическом состоянии, их, можно сказать, сегодня практически нету. Да, были проведены пару сотен метров канализации, но я скажу, что это усугубило ситуацию больше, потому что если раньше мы имели 20% канализации, у нас вытекало энное количество канализационных отходов, то сегодня мы имеем 25-30 километров канализации, и, естественно, объем этих отходов увеличился в 1,5-2 раза. Поэтому я считаю, что надо было в первую очередь решить вопрос с очистными сооружениями, а потом уже дальше начинать делать канализационные сети, тем более... Спасибо, Георгий. Да. Я прошу вас, следите за монитором, да. Вы видите ваше время, чтобы мы могли контролировать время, предоставленное вам. Мы переходим к третьему раунду. Третий раунд – это вопросы от модератора. Вы будете сейчас иметь возможность продолжить свои мысли. На третий раунд мы вам предоставляем по 4 минуты, поэтому первым на мой вопрос ответит Дмитрий Манол. И такой вопрос у меня. Какова ваша мотивация для участия в работе муниципального совета и какие конкретные навыки и опыт вы принесете, будучи в этой должности? Значит, я хочу в первую очередь сказать, что как мы все следим за работой примарии и муниципального совета. И я хочу сказать, что вот эти даже дороги, то, что были построены за это время, они не были справедливо построены, скажем, распределены по
разбитости дорог, по уклонам, как Сергей Ильич говорил, по другим мотивам. У нас, допустим, район Винзавод, возьмите улицу Дутлова, Дзержинского, Ворошилова, там практически нельзя, Баумана нельзя пройти. Возьмите улицу Танкистов, там вообще сейчас нету асфальта, а транспорт большегрузный ездит, и поднимается с этой щебенки эта пыль, и эта пыль у людей в домах, не на улице, а в домах. Они мне показывали, что там вот так пальцем делаете, белая пыль, как будто котелец в доме разгружали. Это же люди этим дышат, это экология, это их здоровье. Это в первую очередь, чтобы оно как-то распределялось. Не только так сделалось Барагоняцкая, Туканяцкая, где Чкалова, эти улицы вниз там сделаны, а чтобы она и в районе роддома сделана была, и у нас, и везде, чтобы и геофизика. Это первое. А я говорю, основная мотивация моя, потому что растут здесь наши дети, здесь моя мама, здесь наши родственники, близкие, и мы живем в большой экологической катастрофе. Понимаете, это больше так не должно продолжаться, и надо все остановить. И в первую очередь должен быть человек, который дойдет и достучится до всех инстанций, и в Кишиневе, и везде, чтобы нашли что-то решить с очистными и с канализационными сетями города. Это второй такой основной вопрос. И третий, вот как Маша Получи сказала, что на совете вы спросите, кто за что проголосовал, никогда никто не скажет. Я еще, будучи в прошлом совете, я предлагал, чтобы были каждому советнику перечень вопросов, и там, чтобы было да, нет, воздержался. И советник напротив своего вопроса подписался, и в конце подписался. И чтобы оно было, хранилось, что именно я, или Маша, или вы, или кто там находится в совете, что он подписался за этот вопрос, проголосовал таким образом, а не так. Один раз считает там 14 голосов, другой раз 13, третий раз 17. Понимаете, оно должно быть прозрачность. Должно быть, Сергей Ильич сказал, что при Дудоглу, когда примар был Дудоглу, был 1 миллион лей на социальную помощь. Сейчас 4 миллиона. Кто видит, кому уходят эти 4 миллиона? Они должны быть, я помню, когда Николай Харламович был примаром, в фойе висел список, и там было все, кто получает хлеб, кто получил материальную помощь, все фамилии с адресами, все было там расписано. Но так и должно быть, чтобы человек подошел и вот получил. Почему, допустим, я получил, почему не вы получили? Оно должно быть прозрачность. При Марии должна быть максимально прозрачная ее работа. Благодарю вас за ответ. Этот же вопрос адресую Марии Полукчи. Мне озвучить вопрос, Мария? Какова ваша мотивация для участия в работе муниципального совета и какие конкретные навыки и опыт вы принесете, будучи в этой должности? Если люди мне доверят, чтобы я стала советником, я обещаю, и это обязанность советника, быть прозрачным, быть неравнодушным всем вопросам жителям. И всех жителей подход одинаковый был. И когда человек подходит советником, любому, не имея значения, что чей округ или это, мы являемся советниками. Любой советник должен выслушать любого гражданина, его проблему и попытаться решить. Если она решима через совет, ее разрешить. Если не через совет разрешается, объяснить человека, направить на те русла человека, где ее человек может решить. На то нас люди, народ и избирают. Не то, что не мой округ, подойди своему советнику. Нет, в совете муниципальном не должно быть свои, мои. Это муниципальный совет города Камрата. Есть примар, есть советник, есть председатель совета. Если гражданин пришел своим наболевшим вопросом, мы должны решить данный вопрос. И я иду на эту цель для того, чтобы прозрачность была, для того, чтобы муниципальный совет работал законно, но не благо кого-то или под чьим-то командованием и руководством. И подчеркну еще раз о том, что совет должен знать свою работу. Совет должен подчиняться председателю совета. Но примар должен прислушиваться совету, но не указывать, что совет должен делать. То, что сегодня у нас и происходит. Если я буду советником, я добьюсь того. Я и вчера это сказала. Не надо, мы разделили Ялпуг с городом. Про Ялпуг говорят все о том, что мы сделаем, мы то сделаем, никто ничего не делает. Вот выше сказал Манол Дмитрий о том, что про Ялпуг только обещают, но ничего не делает. Потом геофизика воду не имеет. Люди
там частично вода есть, воды нету. По улице Новой вода желтая, где больница тоже желтая. Люди свои техники портят, люди жалуются о том, что почему они платят за техническую воду столько, сколько мы в городе пьем белую воду. Это надо тоже разрешить. После того, если мы делаем дороги, это очень хорошо. Дороги надо делать, но я вчера говорила об этом на дебате, о том, что нужно перерыть весь город, если у нас эти деньги есть, один раз перерыть, поставить кладка труб, чтобы было новую канализацию делать, водопровод, где у нас не соответствует всем нормам, и потом начинать дорогу. И один раз, 4 года, 8 лет, 10 лет это время возьмет, но чтобы мы не возвращались каждые выборы, у нас начинается, людей, можно сказать, что вводят в заблуждение о том, что мы вам дорогу сделаем, берем большие кредиты, а когда противозаконно, это незаконно, что вот дали 2 миллиона лей, вот сейчас буквально 2-3 дня дали 2 миллиона лей, за что? А кто помешал примарии взять и эти миллионы полгода назад, год назад и делать вот эти дороги и оставлять всегда на предвыборные кампании? Это называется прямым подкуп избирателей. Спасибо, Мария. Спасибо. Сейчас предоставляем возможность Георгию Метеоглу ответить на этот же вопрос. Если есть необходимость мне озвучить вам вопрос, озвучить? Какова ваша мотивация для участия в работе муниципального совета и какие конкретные навыки и опыт вы принесете, будучи в этой должности? Ну, смотрите, я уже 2 раза два созыва был советником муниципальным. Первый созыв это было при Николае Харлановиче Дудогло, второй созыв был при Сергее Ильиче Анастасове. Мы все прекрасно помним выборы Башкана, выборы депутатов Народного собрания. Мы все знаем, что у Сергея Ильича были очень хорошие отношения с бывшим нашим Башканом Ириной Федоровной. Бюджет Гагаузии был огромный. Я помню, знаю, что каждый год оставались свыше 200 миллионов лей неизрасходованных средств из бюджета Гагаузии, которые пропорционально количеству жителей распределяли по населенным пунктам. За эти деньги, за 2 года, если сложить вот эти остатки, Камрад, как является столицей Гагаузии, и тем более, что Башкан, будучи жителем этого города, здесь родилась, выросла, я думаю, что можно было этот вопрос решить, выделить энную сумму денег из этих остатков, пусть не за 2 года, за 3, за 4 года, но канализационный вопрос можно было в Камрате решить. Но, к сожалению, этого не было сделано. Видимо, руководство и автономии, и города нашего решило решить другие вопросы. Я допускаю мысль, что в решении этих вопросов люди имели свой интерес, поэтому и те были разложены приоритеты таким образом, чтобы решить определенные свои интересы. Почему я иду? Я сказал, что 2 срока я был советником, и могу сравнить то время, когда был примаром Николай Харланович Дудогло и был примаром Сергей Ильич Анастасов. Отношение к людям, я скажу одно, самое главное, отношение к людям было совсем другое. Людей принимали. Приемный день, я помню, у Николая Харлановича, он даже не мог выйти на 2 минуты со своего кабинета, потому что в приемном кабинете поток людей, 15, 20, 30 человек стояли, ждали очереди. Сейчас очень часто я скажу, что я сталкивался с определенными проблемами, даже уже не будучи советником, люди ко мне обращались, и проблемы были в основном какого рода, то, что уже было озвучено, огороды. Странным образом огороды пытались вынести на аукцион, сдать в аренду, и я встречался с Сергеем Ильичем и говорил, и на эти аукционы, вы знаете, приходили люди, которые у нас сегодня, я не буду озвучивать, но имеют по несколько сот, по больше 1000 гектаров земли. И я Сергею Ильичу объясняю, что, Сергей Ильич, если бы вы взяли эти огороды для нужд примарии, я бы слова не сказал. Но когда вы хотите сегодня взять у 50, у 70, 80 человек по 20, 30, 40 сотков и дать людям, у которого есть сотни гектаров, я считаю, что это неправильно. Этот человек сегодня имеет там небольшой кусочек хлеба своего, он зарабатывает. Да, другой вопрос, то, что сегодня многие не платят налоги, земельные налоги, кто взял в аренду, где-то арендная плата, это работа примарии.
Примарии. И в один момент я инициировал при Сергее Ильиче, мы создали комиссию, мы выезжали, целый день провели на одном массиве. Мы заранее оповестили хозяевов этих огородов, люди пришли, мы сделали своего рода инвентаризацию. И я предложил, что надо заново принять решение выделить людям все эти огороды, потому что есть еще одна проблема. За один огород 2-3 человека платят земельный налог. И это тоже вина Примарии, потому что Примария не работает в этом направлении. Земля была 10 лет назад выделена одному человеку, через 5 лет выделили другому человеку, и 2 человека, один не обрабатывал, но продолжает платить земельный налог, этот обрабатывает, тоже платит земельный налог. Спасибо. Спасибо. Я просто вижу, что у всех еще есть по пару секунд. Я хотела бы задать еще один вопрос вам, но ответы прошу очень коротко. У Дмитрия 46 секунд, вижу, еще есть, у Марии 11 секунд и у Георгия 4 секунды. За 4 секунды попробуйте сформулировать ваш ответ. Но я хочу, чтобы вы ответили на этот вопрос, потому что это важно для советников и для Примарии. Как вы намерены вести диалог с гражданами и информировать их о принятых решениях Совета или Примарии? Вот я говорю еще раз, значит, должно быть у каждого советника перед ним на решении совета, и не просто даже 3 графы, и где подписался советник, за какой голос он голосовал, за этот вопрос, каким образом он голосовал. Ну, давайте вот с этого начнем, потому что она когда зафиксирована на бумаге, да, потом должно быть отсканировано и в интернете, на сайте. Не все пользуются интернетом. Но не все пользуются интернетом. То, если взрослый, он может прийти к секретарю совета, открыть и посмотреть, кто за какой голос, кто как голосовал. Это должно быть как доска? Не доска. Это должна быть папка, где вот есть 27 советников. Этот участвовал, этот не участвовал. И дайте я договорю, пускай уйдет немножко. Значит, смотрите еще, что очень важно. Значит, когда в прошлом совете мы были, там было написано, продается такой-то, это самое. Кто написал заявление, где этот участок находится, какие-то данные об этом участке, чтобы это было понятно, оно продается в центре города или оно продается на краю, или это самое. Там просто кадастровый код и это название. Это неправильно. Я считаю, что должна быть определенная информация, чтобы советники могли ориентироваться, за что они голосуют. Спасибо. Мария, озвучить мне повторный вопрос. Как вы намерены вести диалог с гражданами и информировать их о принятых решениях Совета? Или Примарии? Я думаю так, что должен был быть открытый доступ, чтобы люди об этом знали. И информация, чтобы висела, вот как Дмитрий говорил, что должен был стенд. И на этом стенде все указывать, как работает муниципальный совет. И в телевидении, и в радио, чтобы снимали СМИ, чтобы не было. Я вам скажу, что примарийская СМИ не все показывает. СМИ должно быть независимо. Каждый совет и должно быть от начала до конца заснять все, чтобы наши граждане видели. Наш спор, пусть видят спор. Не надо поворачивать камеру, как и это случается сегодня. Надо все, чтобы граждане нас видели, как мы себя ведем и какие вопросы мы решаем и как их решаем. Да? Спасибо, Мария. Георгий, ваш ответ. Ни для кого не секрет, я это не скрываю, я горжусь этим, я иду на выборы в советники совместно с Николаем Харламовичем Дудогло, и у нас в программе есть такой пункт, как запустить заново газета «Столица». В этой газете опубликовать всю информацию, что происходит в жизни Примарии, как работает Примария, какие решения были приняты. И второй момент, это мое личное мнение. Сейчас, когда начались выборы, я хожу, встречаюсь с людьми, общаюсь, вы знаете, я сталкиваюсь с такой проблемой, многие люди жалуются, а мы не знаем даже, кто у нас был советником. Я считаю, что после того, как пройдут выборы, определится председатель совета, заместители, все комиссии, после этого распределить каждого советника по своему району, и примар с каждым советником должен в каждый район пойти, собрать людей, проинформировать жителей каждого микрорайона: у вас советник Иванов, у вас советник Петров. Вот, любите и жалуйтесь. Обращайтесь. Спасибо. Номер телефона, все, вот этот человек отвечает за вас район. Спрос с него. Все. Спасибо.
Теперь мы переходим к 4-му раунду. 4-й раунд у нас было предусмотрено по 4 минуты, теперь уже вы использовали почти все по 1 минуте, поэтому меньше уже остается время. В этом раунде вы задаете друг другу вопросы. Господин Манол, можете вы начинать. Обоим вопрос или одному из? Нет, вот вы, господин Манол задает Марии, потом задает вам, по одному, поочередно. И также поочередно и отвечаете. Потом Мария задаст вопрос Дмитрию и Георгию, и так поочередно. Давайте я так спрошу. Я понимаю, что вы самые больше возмущались насчет прозрачности работы Совета. Значит, я хотел бы тоже задать вопрос, как меня спросили, как вы боролись бы, чтобы оно было прозрачнее, доступнее, чтобы все понимали, откуда берется, зачем берется, кто покупает эти земли, кто куда, зачем оно в центре города строится, там, где не положено. Я отвечу, я поняла, Дмитрий о чем говорит. Это вопрос идет о том, что возле Дома культуры и лицея строятся незаконные, были выданы советникам и примарам подписаны незаконные решения, разрешения на строительство, и тем более он фальшивый этот документ. Было выдано 2 разрешения на строительство. Почему об этом коррупция даже не берется, и полиция, я уже который раз мне выхожу и говорю, почему это надо будет дальше писать, о том, что незаконные земли сами советники берут, очень много советников, кроме 3-4 советников земли не имеют, остальные все имеют земли, все, не один участок, а имеют по 7, по 8, по 5, даже подставных лиц представляет подставных лиц, после чего каким-то образом оформляет их собственность и продают их. И я даже могу озвучить фамилию одного из советников, если возможно. Почему? Потому что есть уже судебные решения, и 2 земельных участка у него уже изъяли через судебные решения. Но это поздно, это позже, эту программу можно сделать отдельно. Я представлю и документы. Данный советник даже о неподкупности. Уже бывший советник, да? Бывший. Он уже не подал свою кандидатуру, потому что ему уже достаточно, сколько взял, уже себе приобрел земли. Он уже не подал. Он уже занимается стройкой возле ДК, будучи им советником, голосовал на выдаче разрешения данного документа, он сегодня и является менеджером данной стройки. Это незаконно. Вы получили ответ, Дмитрий, на свой вопрос? Да. Задайте, пожалуйста, следующий вопрос. Можно я добавлю к этому вопросу тоже? Вы можете добавить, но сначала выслушайте следующий вопрос и можете продолжить. Георгий Семенович, вы были в прошлом совете в земельной комиссии. Да. И вот скажите, как вы считаете, чтобы прозрачнее было принятие решений, и кто выкупил эти земли, чтобы оно, как вы считаете, как это нужно сделать правильно, чтобы все люди знали, что купил вот такой советник, он имеет, вот как Мария Пулчи тоже сказала, что имеет 7-8 земельных участков или 10. И возможно ли это? Я понял. Я считаю, что в первую очередь, прежде чем выносить какой-то земельный участок для сдачи в аукцион или продажа земли, сдача в аукцион, сдача в аренду или продажа земли, участок должен быть очень тщательно изучен, должны быть определены собственники этой земли или люди, которые имеют какие-то права, пусть они не прямые, но определенные моменты, которые ведут к тому, что в первую очередь должны этот участок приобрести вот эти люди, а не те, кому захотелось. Да. Потому что я помню, был случай, когда людям выделили участок земли под строительство дома, как в молодой семье, люди завезли стройматериалы, люди поставили ограждение и уехали на заработки, потому что не было денег. Люди, когда вернулись, их земельный участок был продан. И, насколько я знаю, потом через судебные инстанции этот участок вернули. Вот это первый момент. Прежде чем что-то сделать, надо хорошо изучить, чтобы никого не обидеть. И если участок действительно свободный и никто на него не претендует, да, пожалуйста, сдавайте в аренду или продавайте. Еще один момент.
Будучи, опять же, советником, имея опыт, я знаю, что любой участок, прежде чем его сдать в аренду или на аукцион, сразу уточняется назначение, предназначение этого участка. Строительство дома, строительство заправки, строительство СТО, целевое назначение участка. И, к сожалению, очень часто бывает так, что изначально целевое назначение одно, а потом начинается строить совсем другое. То, что происходит возле Дома культуры. Изначально участок был продан, и оно предназначалось под детское кафе. Даже кафе должно было называться «Зимняя вишня». Но, к сожалению, потом мы сменили собственники, перепродали, и сегодня вот мы имеем то, что имеем. Спасибо. Разрешение выдало руководство города. Да. Или совет. И совет. Быстрее. Ну, имеем то, что имеем, как говорится. Мария, теперь ваша очередь задавать вопросы. Сначала Дмитрию задаете вопрос, потом Георгию. Я хочу задать Дмитрию вопрос. Если вы станете советником, насколько прозрачность будет работать совет и добросовестность отношения к своим гражданам? Я хочу еще раз повториться, что в первую очередь я внесу предложение, чтобы были более прозрачные вопросы на совет. Не просто там кадастровый номер, а с определенными этими адресами, назначение, вот как Георгий сказал, что назначение этого земельного участка, чтобы его не меняли после этого с кафе на жилой дом. Я считаю, что тоже абсурдно возле Дома культуры, а там детское учебное заведение и строить многоэтажный дом. Я также считаю, что вот этот дом находится, он правильно, он отошел, есть расстояние от дороги, есть где парковать машину, все. А, допустим, взять элитный дом, он, наверное, один из самых хороших домов по Федько Гаврилова, да, там построен. Это один из самых, надо было выделить этому дому нормальный участок, чтобы вокруг него было это самое. Надо выделить вообще какую-то зону в городе отдельно, и чтобы эти дома там строились. И вот мы начали про прозрачность. И я говорю, что у каждого не просто там строчка и проголосовали, посчитали, а что каждый подписался, за какой вопрос он голосовал. И тогда было бы видно, кто голосовал за тот участок или за этот участок, и почему оно так произошло. И можно этому советнику задавать вопросы, почему ты так голосовал, мы тебя выбрали не для этого. То есть советники, когда голосуют, они должны еще и отвечать за то, Конечно, конечно, обязательно. И должна быть какая-то мера, это самое, что если он голосует противозаконно, то есть же у нас прокуратура, коррупция, другие органы, которые должны привлекать за это. Они, получается, сговор. Просто получается сговор. Мария, следующий вопрос, Георгий. Я хотела задать Георгию вопрос. Георгий, скажите, пожалуйста, если вы станете советником и вас попросят, как сейчас нынешний при Марии, руководство собирается там на день раньше в кабинете, и если есть какие-то незаконные действия, они должны принять, и некоторые спорят, некоторые нет, насколько вы будете работать, как говорится в народе, под пальцем? Вы имеете в виду, насколько моя работа будет объективной, справедливой, да? Да, чтобы она не была предвзятой. Вы знаете, я вам скажу так, что 16 лет наша команда была в оппозиции, и за это время мы набили очень много шишек, мы много раз падали, вставали. И я вам скажу, что очень тяжелая жизнь, мы все это прекрасно знаем, и люди уже разочаровались во многом и во всех. И я прекрасно понимаю, что сегодня никто не имеет права на ошибки. Никто не имеет права на то, чтобы обманывать избирателей, потому что больше люди тебе никогда не поверят, потому что поэтому я говорю, что моя работа будет максимально объективной, максимально открытой и честной. По-другому заслужить доверие, вернуть доверие народа нету шансов. Только своей работой ты можешь показать и вернуть доверие народа. Я так считаю. Спасибо, Георгий. Потерять доверие легко. Легко, вернуть очень тяжело. Очень сложно. Сейчас ваша очередь. Задайте ваши вопросы. Сначала Дмитрию, потом Марии. У вас 13 секунд, Георгий. Задавать вопросы? Покороче вопросы. Даже не подумав.
Ну, будучи в работе в Совете, Задайте вы, я предоставлю вам. нет, я не могу, это ваше право. У меня есть свои вопросы. Социальный. Любой. Дмитрий на любой ответит, да, Дмитрий? Ну, 13 секунд я не буду задавать вопросов, вас пропущу. Ну, это ваше право. Я пропущу. Ну что ж, есть еще время у Дмитрия, остается до конца 5 минут 0,5 секунд. Вы уже используете это время в 4-м раунде. У Марии Полукчу 4 минуты 42 секунды, а у Георгия 4 минуты 13 секунд. Все. Ровно, когда останется ровно по 1 минуте, я уже буду вас прервать, потому что ровно, строго 1 минута – это обращение к избирателям. Это будет 6-й раунд. Поэтому мы сейчас переходим к 5-му раунду. И в 5-м раунде, вот вы видите, у нас на столе есть конверты, в конвертах есть вопросы. Вы мне просто выбираете, говорите, я подойду и передам вам, потому что вы не сможете подойти к столу. Возможно, да? Нет, вы скажите, какой вы считаете, и я вам передам. Первый. Как считаете, возьмите. Нравится первый, берите Да, первый. без разницы. Открываю, да? Открываете, зачитываете вопрос и потом уже... Денег нет внутри? Нет, можете вывернуть конверт и посмотреть. Мы не настолько богаты, чтобы кандидатам еще деньги давать. Подка понятно. Наши дебаты бесплатные, кстати. Какие шаги вы предпримете для прозрачности и участия местных жителей в принятии решений о развитии населенного пункта? Или города. Или города, да. Это значит, я в своей логотип даже выбрал себе телефон, что это является как телефон сейчас сегодня, он самый, интернет-телефон, самая актуальная среда общения. Да. И я думаю, что это является одной из самых близких, что позвонить, у меня мой телефон всегда открыт всем, или же написать в интернете. Да, но ваш телефон должны знать ваши Да, избиратели. конечно, у меня в Фейсбуке он всегда открыт. Кто не знает, я могу повторить его: 0673 97 969. Следующая, Мария. Можно Дать подряд? какой дашь? Я могу передать. Это... Здесь ближе. Ну, Дима, счастливая рука. Смотрим. Спасибо. Какие меры вы предоставите для улучшения инфраструктуры города, включая дороги, водоснабжение, электроэнергию? Ну, это вопрос, мой вопрос, наболевший вопрос. Тогда отвечайте. Какие меры предприняты для улучшения инфраструктуры города? Я бы сказала о том, что надо разработать генеральный план. Очень хороший генеральный план разработать, чтобы в том генеральном плане было все указано вплоть до рекламных щитов. А рекламные щиты в городе надо всех убрать. Убрать и при въезде Камрата, при выезде Камрата, вон там найти место и поставить. Эти рекламные щиты вообще не красят наш город. И у нас отсутствует генеральный план города вообще. Хаотично все делается. Разрабатывается детально. Это, можно сказать, преступление. Это незаконно. Вот что и случилось у нас. Детально разработали генеральный план, как бы заново его не утвердили, а как бы сделали типа публичного слушания. Но я не считаю, что это публичное слушание. Это своих людей пригласили и подняли, проголосовали и решили данный детальный план. То, что сегодня техническим надзором было предписание о том, что незаконно. Чтобы впредь у нас этого не было, я думаю, что нужен генеральный план. И генеральный план все показывает. И дороги, и водоснабжение, и канализацию, и где надо строить дом, и магазин, и спорткомплекс, и детские сады, и школы, все. Тогда будет у нас очень хорошо. Вот как я была в Европе, мне очень понравилось. Вот я вам скажу, в Венгрии я была. Красота. Я туда не хотела приехать обратно. Все дома линеечку.
очень красиво. Инфраструктура, эти фасады старинные, там все соблюдается. Каждая камушка, история своего города рассказывает. А у нас что рассказывает? Вот эти стеклянные теплицы, вот это, чтобы у нас не было, у нас нужно возвращаться. У нас все-таки Гагаузия. Мы имеем свою историю, и мы имеем свою... Уникальный регион. Из предков, чтобы нам что-то осталось. А мы все уничтожаем. Чтобы это не было, я думаю, что надо разработать вот это все. Водоснабжение. Я ранее вам сказала о том, что есть районы, которые отсутствует водопровод. Надо с этим тоже решать. И электроснабжение тоже самое. Ну, электроснабжение у нас все в порядке. По ночам иногда включают просто. Надо все в землю брать. Все электрические провода, интернет. С электроэнергией я вам скажу, что это частники. С электроэнергией тоже надо разобраться, потому что вот эти столбы, которые есть, надо взять примарий во внимание, и чтобы бюджет зарабатывал деньги. Вы знаете? Это есть тоже такой момент. Аренда. Будет ваше предложение в Совете. Георгий, вам какой конверт предоставить? 4-й. 4-й. То да? есть сейчас получается 2-й. Да, Раз. да. Вот этот? Не, да, вот этот, именно этот, да. Вот этот, да? Спасибо. Как будете решать проблемы, связанные с жилищным строительством и доступностью жилья для молодых семей? И доступностью жилья для молодых семей. Земельные участки будете молодым семьям предоставлять? Да, конечно. И потом через полгода отбирать? Да, мы будем выделять, оно всегда выделялось и будет выделяться. Единственное, что я считаю, что при разработке новых кварталов, где выделяются участки молодым семьям, я считаю, что должна быть выложена вся инфраструктура, канализация, свет, вода, все должно было быть проведено и выделять по этой улице участки. Обжили эту улицу, следующую улицу тоже провести и также дальше, чтобы молодые семьи, когда приходят, чтобы там была уже и вода, чтобы там был свет, чтобы там был газ. Может, новый микрорайон? Для молодых. Почему бы нет? Я об этом говорю. Микрорайон, но не дробить его сразу, потому что тяжело. Целый микрорайон, несколько улиц провести, дороги, провести газ. Сделать его компактно, по порядку. Обжили, пошли дальше. Обжили, пошли дальше. Это будет поэтапно. То есть не за один год сделать все эти дороги и все системы, которые требуются. Просто травой. А поэтапно, поэтапно. Вот это вот мое мнение. Еще раз. В программе Николая Харламовича есть еще один пункт, что касается жилья для... Вы свою программу, пожалуйста. Я иду с ним в команде, поэтому я считаю, что имею полное право тоже... Значит, и это и ваша программа. Да, это и моя программа, да. Что мы хотим практиковать? Сегодня, опять же, вот то, что ведется массовое строительство многоэтажных домов, Камрад все-таки стал развивающимся городом, он привлекателен для многих инвесторов и людей, которые приезжают с заработков, которые живут в ближайших селах. Люди покупают здесь квартиры, и мы, такой есть план, что выделять земельные участки под строительство многоэтажных домов бесплатно, но с учетом стоимости этой земли, чтобы застройщик выделил примарии 3, 4, 5 квартир, сколько это будет стоить, исходя из стоимости вот этого земельного участка. Для кого? Для молодых специалистов в области медицины, для молодых специалистов в области образования, для спортсменов, которые дали определенные результаты, высокие результаты. Но опять же условия, есть определенные условия, что человек хотя бы 10 лет он здесь живет, он работает, после этого он может приватизировать эту квартиру, дом, что это будет. Вот такие вот у нас есть предложения. Да. Спасибо. Так, смотрим на время. Значит, Дмитрий Манол имеет еще 3 минуты 19 секунд. Нет, 1 минуту для обращения мы не трогаем. Значит, Мария Полукчу имеет еще 56 секунд. И Георгий, у вас 20 секунд осталось. Мы можем еще по одному конверту, но Георгий и Мария покороче просто ответят, а у вас еще есть время. Какой конверт? Давайте следующий возьмем. Следующий возьмите.
Каковы ваши планы по охране окружающей среды и поддержанию чистоты в нашем городе? Ну, По-моему, это самое-самое, что есть о чем Да. рассказать. Значит, про очистные сооружения я сказал, что это в первую очередь должны выполнить канализационные, убрать все электрические провода, интернет в землю, хотя бы в центральной части города. Я тоже был в Европе не один раз, я видел, в городах нет этого. Только стоит опоры стоят, полые, круглый провод проходит внутри и светильники. И никаких проводов нет, никакой ветер не выключает. А мы сейчас без электричества практически не можем. Даже интернет могут выключить, но без электричества мы не можем жить. Значит, по окружающей среде я предпринял со своей стороны, будучи муниципальным советником и жителем города, я посадил один участок 30 соток в Ялпуге. И, к сожалению, Примария взяла его, половина закопала эти деревья, вторая часть это живет, и там 7 видов деревьев было посажено. Это когда винзавод с улицы Христоботева, там был тротуар, сейчас его засыпали они. Это просто безобразие. Там куча земли стоят, натуральное безобразие. И вот что меня поразило, что где Примария посадила, и Сергей Ильич фотографируется возле этих деревьев, там красиво они ухаживают. А там, где я с детьми посадил и со своими соседями, они за этими деревьями не ухаживают. Чем отличаются те деревья от этих? И здесь посажена только акация, а там посажена и акация, и ясень, и клен, и липа была посажена. Я говорю, 7 видов деревьев я уже не помню. Я 2 года сколько мог ухаживать, и они потом взяли просто так сказать, некрасивое слово, нагло взяли и закопали половину этих деревьев. Возле себя я посадил также деревья. Там была свалка. Взяли, грейдером вычистили, вспахали и посадили. И не просто сажать деревья надо, а еще и самое главное их сохранить, чтобы поставить туда одну видеокамеру. Потому что у нас что делается? Имеет кто-то там 5 овец, протравливает их. Это не есть правильно. Вырастут эти деревья, через 5 лет уже можно пускать там и овец, и коз, пускай они пасутся, ничего не будет. И в первую очередь вот эти маленькие свалки, а посмотрите, там наша старая свалка, часть сверху как закопали, а остальное все так и оставили, эти кульки. У нас просто с экологией, я говорю, полное безобразие. У нас надо взяться и почистить город вокруг. И вот где эти свалки были, выровнять, спахать, посадить деревья. У нас столько деревьев было вокруг города, мне уже 54 года, я маленький был, возле нас было там 2 леса, 3 даже, а сейчас ни одного нет. И везде, вот все окраины так возьмите. Нам надо, это же деревья, это воздух, это наше здоровье. По городу, по мусору? По городу, по мусору, у нас в ПЖХ, я скажу, что оно довольно-таки неплохо работает, справляется, но единственное, что надо закупить все-таки другие мусорные контейнеры, чтобы мусор разделялся. И что немаловажно, обязательно должен быть перерабатывающий какой-то мини-завод по мусору, который могут перерабатывать разные виды мусора. Спасибо. Отдельно. Спасибо. Чтобы мы У вас ровно минута остается. Мария, вы имеете 56 секунд, можете тоже следующий вопрос и коротко ответить. Какой вам? Я преподнесу. Какой нравится? Посмотрите. Любой дайте. Нет, вы мне скажите, какой? Следующий, да? Я счастливый. Ну, давайте. Мария, доверяю вам. Какие шаги вы предпримете для повышения уровня информирования общества о проблемах коррупции и вовлечения в этот процесс? Опять ваш вопрос с коррупцией, да? Да, коррупция – это мой вопрос. Но это наболевшие вопросы горожан. Я вам скажу, что я 7 лет с этой коррупцией, Примарии коррупции, которая есть, я борюсь с этим уже 7 лет, и я думаю, что буду я советником, не буду я советником, я эту деятельность дальше продолжу и буду сотрудничать с органами о том, чтобы была прозрачность данной Примарии. И еще одно хочу сказать по поводу, пользуясь моментом, что у меня пару секунд еще есть, вернуть пастбище людям, которые имеют там 2-3 барашек или животные какие-то, вернуть определенные места, дать им, чтобы они пасли свою скотину, потому что мы уже скоро будем брынзу не кушать 150 лет, а будем за 400 лет эту брынзу, потому что люди продают свою скотину. Почему? Потому Спасибо. что нет чем кормить. Понятна ваша мысль, спасибо. У вас ровно 1 минута, и Георгий, вам конвертик какой? По порядку. По порядку. Пожалуйста.
Каковы ваши долгосрочные цели и видения по созданию честной, бескорыстной местной администрации? У вас 17 секунд. Коротко, если ответите, и очень быстро. Время идет. Просто нужно работать, заниматься своим делом. Если ты примар, ты должен быть примаром. Тебя выбрали люди, ты хозяин в городе, и ты должен этим людям помогать, всегда их принимать, ни в коем случае не отталкивать. И тогда я думаю, что все будет хорошо, люди всегда будут тебя поддерживать и Спасибо. То есть уважать. Не забывать, что люди избирают на Всегда. должность советника, на должность примара. Да. Правильно я вас поняла? Спасибо вам за ответы. И переходим к последнему, шестому раунду. Последний, шестой раунд – это обращение, ваше обращение к избирателям. У вас у всех ровно по 1 минуте, поэтому, Дмитрий, вам слово, ровно 1 минута, ваше обращение. Дорогие жители города Камрад, меня многие знают, я прошу довериться, проголосовать. Я не подведу, в первую очередь буду заниматься прозрачностью примарии. Я говорю, вот в принятии решения, чтобы вопросы были ясные, за что голосуют муниципальный совет и советники, это не одного человека решение. И второе, чтобы видно было, и оно в архиве было, видно, кто проголосовал за этот вопрос и как проголосовал. Чтобы это не было тайным голосованием, чтобы была ясность, прозрачность, чтобы все вот эти материальные помощи, то, что выделяется людям, чтобы они были в фойе, доступно каждому, чтобы каждый мог увидеть это самое и принять решение советом, чтобы они там висели, копии, кто как проголосовал, за какой вопрос, и чтобы люди могли свободно ознакомиться. Это первое. Второе. Спасибо, Дмитрий, ваши 15 минут. Что вы сказали, чтобы я туда смотрела? Вы правильно смотрели, просто минуты быстро ушли, 1 минута. Мария, пожалуйста, ваше обращение к избирателям. Уважаемые избиратели, я Плукчи Мария под номером 37, у меня символ колос. И я иду на совет за справедливость. Зайдя в урну, найдите мою фамилию, номер 37, и проголосуйте за справедливость. И я вас не подведу, я всегда за справедливость была. И так как сегодня есть муниципальные советники, которые взялись посадить зеленые насаждения, деревья и не посадили. Данный лес отсутствует, 500 000 лей ушли. Это сделали советники, которые сегодня примария должна нести ущерб 500 000 лей и вернуть данный грант обратно. Я такие вещи не буду делать, землю у людей не буду отбирать, огороды тем более. Я буду бороться за ваши вопросы. Ваша боль, моя боль будет. Еще 6 секунд. Я думаю, что я вас не подведу. Всегда буду с вами. Мой телефон 0696 70 257. День и ночь мой телефон будет работать, так как он работает уже 7 лет. Спасибо, время вышло. Ваши 15 секунд истекли. И, господин Метеоглу, ваше обращение к избирателям. Уважаемые жители Камрада, 5 ноября пройдут выборы примаров и советников. От того, какой выбор мы сделаем, зависит следующие 4 года, а возможно и следующие 8 лет нашей с вами жизни. Я считаю, что мы должны выбрать в примары, мы должны выбрать человека, конечно, профессионала с огромным опытом работы, человек, который проявил себя не только в области местного публичного управления, но проявил себя и в других направлениях, потому что человек, который талантливый в одном, он талантлив во всем. Поэтому мы должны выбрать именно такого примара. Я иду лично под 11 номером в бюллетене. Символ у меня колесо. Колесо – это символ развития, поэтому
Я простой человек, который хожу на наших улицах, живу в этом городе, встречаюсь с людьми, общаюсь, прошу поддержать, и я ваши надежды оправдаю. Спасибо. Все, ваше время тоже вышло. Уважаемые кандидаты, спасибо всем за участие в наших дебатах. Желаем вам удачи на выборах. Вы смотрели предвыборные дебаты на канале АТВ. Следующие дебаты будут организованы во вторник, 31 октября. До встречи в эфире.